Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Начиная свою речь ровно год назад на своей инаугурации, уже тогда Садыр Жапаров отмечал, что отчетливо осознает, какая ответственность теперь будет на нем в ближайшие годы. В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну, сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом. И правда, глава государства вступил в свои полномочия в весьма сложный период для страны. На тот момент ситуация была не из лучших. Внешний долг около 5 миллиардов долларов, который необходимо выплатить к 2032 году. И это на фоне того, что из-за пандемии уменьшился республиканский бюджет. Но вот именно на время, скажу, прихода Садыра Джапарова к власти, то есть ему пришлось нелегко. То есть в это время было сопряжено различными у нас политическими и социальными обострениями, это можно сказать пандемия, то есть это когда у нас было обострение пандемии, в то же время резкий упадок экономики с другой стороны, и социально-политическая напряженность, это вот впоследствии несостоявшихся выборов в парламент и прихода новой власти и проведения выборов, то есть и также еще вопрос у нас стоял о смене формы правления. Еще одно из главных требований кыргызстанцев – передать золоторудное предприятие «Кумтор» народу. Все для того, чтобы поднять престиж Кыргызстана на международной арене. Это требование, считает Садыр Жапаров, почти выполнено. Целая группа для достижения этой цели работает усиленно. И среди народа говорилось об участии президентов, об участии премьер-министров в этих коррупционных схемах. И важный также вопрос экологический аспект, экологический ущерб. Это ледники Давыдов, Лысый. Вот. И в этом случае можно сказать, что принимается хорошее, так сказать, начало. И если будет поставлена точка в этом вопросе, то, я думаю, возможности Кумтора действительно очень огромные, хорошие, и это будет способствовать развитию Кыргызстана в экономическом, социальном аспектах. Катастрофическая ситуация сложилась и в энергетической отрасли, где имелся долг в почти 140 миллиардов сомов. Вдобавок к тому и на Токтагульской ГЭС с каждым годом все меньше воды. Именно поэтому, приступая к своей президентской деятельности, Садыр Жапаров поделился планами в части развития энергетики. Итак, строительство малых и средних ГЭС стало решением проблемы не только в энергосекторе, но и в экономике страны в целом. Ведь с запуском таких проектов на территории страны появились и рабочие места, о которых тоже на инаугурации подчеркивал президент. Ровно год президентской деятельности. Но уже есть что сказать, отмечают эксперты. Референдум по принятию новой конституции, это выборы президента, это по новой конституции, это выборы парламента по новой конституции, это приведение в соответствии всех нормотворческих законодательных актов в соответствии с конституцией. Это действительно занимает очень большой объем, занимал большой объем времени. И можно сказать, что в настоящий момент уже политическая система приведена в соответствии с теми реформами, с теми заявками, о которых говорил президент. Восстановление экономики для Садыра Жапарова стало планом номер один сразу же после вступления в должность президента. Ему было необходимо как минимум выйти из кризиса, а лучше увеличить доходы государства. Так уже к осени государственные предприятия Кыргызстана перестали работать в убыток и стали приносить прибыль. Если в 2017 году в стране функционировало 1130 зарегистрированных предприятий, 900 из которых существовало только на бумаге, то на сегодня их число немногим больше сотни. Сокращение ненужных госкомпаний, ликвидация коррупции на местах – все это и другие меры помогли увеличить доход от госучреждений. Ровно год назад, когда президент Садыр Жапаров говорил о том, что он начнет стремительную борьбу с коррупцией, системную, мало кто верил, потому что за предыдущие 30 лет
коррупцию никто не смог побороть. А за тот год, который прошел, мы не можем сказать, что коррупция у нас искоренилась, но наблюдаются просто системные сдвиги. Уже, например, одни видны в том, что госпредприятия, у нас их более 150, начали давать значительную прибыль. Потому что у нас были десятки госпредприятий, которые мало того, что даже налогов не платили, но и прибыль не давали. Вот за этот год у нас минимум 3-4 миллиарда долларов дополнительно получено от аэропорта Бишкек, Ош, Мегаком, Кыргызская железная дорога, ЗАО Дастан, ряда других госпредприятий. То есть явно там были искоренены коррупционные схемы, которые действовали десятилетиями. И бюджет пополняется уже на миллиарды дополнительно. Да? Создание общества с диктатурой закона было еще одной мечтой только приступающего в должность президента. Нашумевший проект новой редакции Конституции, пожалуй, стал самым обсуждаемым событием в ушедшем году. Было создано Конституционное совещание, которое занималось созданием альтернативного закона. А в итоге принята новая Конституция с новой формой правления. А вообще, как прошел год с новым президентом, мы узнали у горожан и гостей столицы. Пока. Повысились пенсии, появился, наконец, новый общественный транспорт. В целом, в стране порядок, и это хорошо. Какие сдвиги есть? Например, в области образования, медицины. В целом, как мне кажется, сделаны хорошие шаги. Нынешнему президенту за год удалось сделать то, чего не было в нашей стране годами. И я считаю, что он делает все, что в его силах. В стране, наконец, стабильность. Мне кажется, этого не хватало народу уже давно. Порядок какой-то появился. Вообще, мне кажется, он хорошо работает по сравнению с предыдущими. Например, в Белом доме теперь одни молодые ребята. К ним можно зайти со своей проблемой. И это все меня радует. Мекенди коргогон ыйык кызматыңыздар куттуу болсун. Напомним, исполняющим обязанности президента Садыр Джапаров стал 16 октября 2020 года, а премьером он был избран Жогорку Кенешем 14 октября того же года. В ноябре он сложил в себя полномочия двух должностей и начал баллотироваться в президенты. Главой государства, набрав 79% голосов на выборах, 54-летний Садыр Джапаров стал 28 января прошлого года. Айзада Урумбаева, Нурдан Сергеев, Пирамида.